Месяц назад крымскую общественность потрясла информация о смерти 12-летней Карины из поселка Буюконлар в Республиканской детской клинической больнице. Ужасная трагедия, по словам матери девочки Ленуры Аблязизовой, произошла из-за халатности врачей, к которым она трижды обращалась за помощью. Девочку госпитализировали лишь тогда, когда ее состояние было уже крайне тяжелым, и той же ночью она скончалась. Это, к сожалению, не единственный случай в Крыму, а подобной трагедии, связанной со смертью ребенка в стенах медучреждения, получившие общественный резонанс, мы рассказывали еще в 2020 году. Тогда в Судакской городской больнице семья Усмановых потеряла свою двухлетнюю дочь Амину. 5 ноября 2020 года моя дочь плохо себя стала чувствовать в Дачновской амбулатории. Врач ее осмотрела, назначила сдать анализ мочи и крови и поставила диагноз ОРВИ. Ближе к 5 ей стало становиться хуже, у нее как рвотный рефлекс начал проявляться, она не кушала, от воды отказывалась. Мы поехали в приемный покой Судакской городской больницы. Врач в приемном покое, это был врач общей практики, он не вызвал педиатра, никого. Никаких дополнительных анализов тоже не сдали, он ее осмотрел и говорит: отделение закрыто. Вам ее нужно отпаивать. Вы хотите ребенка положить под капельницу? Что вам это даст? Эльзару Усманову с дочерью на руках отправили домой, но уже через 2 часа она вновь вернулась в больницу, видя ухудшение в состоянии своего ребенка. Их госпитализировали, но надлежащей помощи не оказали. Никто из медперсонала даже не смог поставить девочке капельницу. Вену искала медсестра отделения, они там позвали потом фельдшера, их было 3 или 4 человек. Я говорю, у нее руки и ноги становятся холодными, что-то не так, Двухлетняя Амина Усманова скончалась в Судакской городской больнице, где ей был поставлен диагноз ОРВИ и ацетонемическое состояние. Однако в заключении о смерти, которое было выдано родителям, была указана пневмония. А проведенная судебная экспертиза выявила плеврит. На протяжении 4 лет родители погибшей девочки пытались добиться справедливости, настаивали на проведении множества экспертиз. Назначена была судебно-медицинская экспертиза в Симферополе. Очень долго проводилась она при Следственном комитете Москвы. Еще одну дополнительную экспертизу нам одобрили. Вот эта экспертиза делалась около 10 месяцев, и в итоге прошло 2 года. И мне следователь говорит: дефектов много, подавайте гражданский иск по дефектам оказания медицинской помощи. К уголовной ответственности привлечь врачей не получится. По истечению 2 лет уголовное дело закрыли, гражданский иск мы выиграли, но к уголовной ответственности и даже отстранения от работы этих врачей мы не добились. Если бы врачей наказывали, то таких ситуаций бы не было. Люди бы с такой трагедией не сталкивались. По словам Эльзары Усмановой, после смерти дочери она общалась со многими родителями, которые столкнулись с такой же проблемой. Их опыт говорит, доказать виновность медиков практически невозможно, несмотря на серьезные финансовые затраты и огромные моральные потери. Родители остаются один на один со своей бедой. В последнем случае по факту смерти 12-летней Карины было возбуждено уголовное дело. Мать девочки надеется, что виновные в гибели ее ребенка будут наказаны.